Ингушетии завершается основной этап единого госэкзамена. В ходе мониторинга за объективностью и прозрачностью проведения ЕГЭ аннулированы работы более 60 выпускников. Им предстоит пересдать экзамен в определенный Минобрн день. Сложившуюся ситуацию прокомментировал член Совета Федерации и председатель Государственной экзаменационной комиссии Мухарбек Барахоев. Практически завершается единый государственный экзамен в нашей республике, так же, как и по всей стране. И сегодня мы видим в социальных сетях некоторые информации, которые не совсем корректны. И хотел бы пояснить, что в соответствии с порядком проведения единого государственного экзамена в Республике Ингушетия создана Государственная экзаменационная комиссия, которую я возглавляю. Соответственно, по завершении каждого экзамена и непосредственно на самом экзамене ведется наблюдение, онлайн-наблюдение, офлайн-наблюдение. Есть принят порядок, в соответствии с которым на протяжении определенного времени, долгого времени, я хотел бы подчеркнуть, что осуществляется мониторинг за объективность, прозрачность проведенного этапа единого государственного экзамена. После завершения некоторых экзаменов основного периода наблюдателями, которые просматривают эти работы участников, выявлены существенные замечания по объективности проведенного экзамена некоторым участникам нашей республики. Их на сегодняшний день 61 участник, работа которых вызвали подозрения, и эти работы аннулированы. Хотел бы подчеркнуть особо, что эти дети будут передопущены на резервный день 1 июля 2023 года, то есть последний день экзамена. Как правило, эти метки, которые поступают на протяжении 3-4 месяцев после проведения экзамена, они, конечно, и будут дальше, если есть основания. Были случаи еще и позапрошлом году, и ранее. Множество случаев было вообще лет 5-6 назад, что даже в том случае, если участник ЕГЭ сдал все эти предметы, получил хорошие баллы, приходили метки, принималось решение об аннулировании этой работы, и этот студент отчислялся. Естественно, хотел бы еще раз сказать, что самым главным принципом единого государственного экзамена – это прозрачность, это объективность. Требования есть, и их надо соблюдать. Конечно, в рамках развития технологий сегодня очень много выявляется моментов, когда применяются не просто гаджеты, а совершенные предметы, какие-то устройства, которые микроскопические, которые помогает практически участникам выполнять эти задания. Конечно, хотелось бы еще раз обратиться и к участникам накануне последнего дня экзамена. Самый главный помощник – это их знания. Никакие запрещенные предметы нельзя приносить. И если мы достигнем этих условий накануне, никаких бросов, никаких подозрений, никаких замечаний не будет. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что комиссия осуществляет свою работу в рамках порядка, в рамках действующего положения, и условия все созданы, обеспечены все пункты, всем необходимым. Задействовано очень много сотрудников, которые прошли обучение. И самое главное, чтобы было все честно, все было прозрачно. Еще раз хотел бы обратиться к их выпускникам и к их родителям, что мы стремимся к тому, чтобы наши дети сдали ЕГЭ объективно. И самое главное, мы надеемся, что эти выпускники сегодняшние будут специалистами, которые будут помогать развивать нашу республику. Эта задача самая главнейшая, и все, что делается в части обеспечения прозрачности и объективности ЕГЭ, направлено именно на это. Еще раз подчеркну, что на сегодняшний день Государственная экзаменационная комиссия Республики Ингушетия принято решение об аннулировании 61 работ выпускников, и эти все выпускники могут сдать этот же предмет 1 июля 2023 года. Скажу еще раз, что условия созданы, и контроль дальше будет осуществляться в полном соответствии с порядком и положением о проведении единого государственного экзамена. Желаю удачи всем тем, кому еще предстоит сдать экзамен в последний день этого этапа.